Здравствуйте! На ваших телеэкранах еженедельный тележурнал о футболе на БСТ. Наш девиз – футбольный клуб Уфа, даешь премьер-лигу. И вот главные темы сегодняшнего выпуска. Маркосов забивает, Уфа побеждает. Пяткой Мишу нашел, и он забил. Проклятие последних минут снято. Снегом едины. В моей практике это впервые. Чистка поля прошла на отлично. Прогулки по Уфе. Симпатичный город, очень зеленый. Игорь Колыванов делится впечатлениями. Готовимся к Сочи. Ничего себе, как девки умеют. Уфимским девчонкам снег не помеха. Еще один футболист Уфы стал полноценным игроком новой молодежной сборной России. Полузащитник Александр Васильев принял участие в матче за Кубок Вызова против итальянцев. Россияне уже имели в активе крупные победы над англичанами и бельгийцами. Их добыли действующая молодежка Николая Писарева и вторая сборная страны под руководством Юрия Красножана. В почетном матче в итальянском Фьюджи приняли участие сразу 5 игроков, представляющих ФНЛ. Васильев вышел на поле в стартовом составе, получил горчичник и был заменен на 66-й минуте. Итог матча 1-1. На гол итальянцев ударом головой ответил представитель «Спартака» из Начика Руслан Болов. В полуфинале Кубка Вызова сборная России сыграет с норвежцами. Выяснение отношений намечено на первую половину 2013 года. Теперь к первенству футбольной национальной лиги. Уфа провела заключительный домашний матч в этом календарном году и завершила его на мажорной ноте. Был обыгран «Ротор». При этом руководство клуба продолжило приятную для болельщиков традицию. Они получили и хлеба, и зрелищ. Уфа готовилась к заключительному домашнему матчу в календарном году по всем фронтам. Чистили заснеженное поле, кашеварили, заваривали сладкий чай. Последние две позиции исключительно безвозмездно. Болельщик должен быть сыт и согрет. Такое мнение уфимского клуба уже не первый раз материализуется в горячую поддержку с трибун. Карта Франции, Эйфелева башня, что ли? Ни у кого такой нет. Эйфелева башня, останетесь, переходите? Останетесь, да, ваше начало. Давайте, удачи игры. Удачи, не забудьте. «Ротор» тоже не остался без болельщиков, хотя волгоградская «Торсида» весь матч испытывала численное преимущество со стороны фан-сектора хозяев. При этом обе стороны в первой половине матча не увидели не только забитых мячей, но и по большому счету опасных моментов. Первый тайм проходит в преимуществе наших соперников Уфы. Очень хорошо владеет мяч команда. И опасные контратаки поводят. А также было в первом тайме, хорошие угловые они подавали. У нас не получается впереди, мало цепляемся за мяч, но я думаю, второй тайм более приятным будет для нас. И найдем какие-то моменты для завершения атак наших. По истечении часа игры зрители лицезрели таки забитый мяч. Экс-игрок «Ротора» Михаил Маркосов напомнил о себе бывшей команде. 9-й гол нападающего Уфы стал итогом изящной комбинации, а последним пасом автора гола наградил Никита Маляров. Ну как комбинация? Он просто увидел меня на столба, как говорится, а я уже принял и совершенно спонтанно пяткой Мишу нашел, и он забил. Победный танец Маркосова так и стал единственным в матче. Дополнительная интрига в игре появилась лишь после решения арбитра из Воронежа Владимира Москалева показать второй горчичник уфимцу Андрею Смирнову. И если вторая желтая карточка защитнику хозяев была вполне очевидной, срыв атаки, то первый фол вполне мог трактоваться как на усмотрение судьи. Но и в меньшинстве Уфа наконец-то дотерпела до победы, прервав свою безвыигрышную серию. Не то, что трудно. Все-таки я думаю, что сам матч получился очень сложным, потому что «Ротор» очень организованная команда, играет в быстрый футбол. Но они сегодня приехали, много было видно, что они обороняются, они приехали играть, я думаю, что на ничью. Но я думаю, что мои ребята сегодня выполнили полностью установку и заслуженно победили. Не получилось. Я считаю, по игре ничейная игра была. Как бы, бачно, больше повезло чуть в моменте, когда они забивали гол. 1-0 уфимцы приблизились к группе лидеров, а «Ротор» так и не смог взять реванш за домашнее поражение в первом круге. Кстати, футболисты «Ротора» после матча с Уфой еще на несколько дней остались в столице Башкортостана, чтобы качественно подготовиться к следующей выездной игре против «Химок». Но обильный снегопад не позволил тренироваться на газоне стадиона «Динамо». И тут на помощь пришли работники уфимского клуба, организовавшие своеобразный субботник во благо своей команды, ну и «Ротора» тоже.
50 минут поработаем, 10 минут перерыв. Затем продолжим. Отличная физическая подготовка. В этот день сотрудники футбольного клуба Уфа вышли пораньше из дома, засучили рукава и принялись чистить поле. За ночь «Динамо» замело. Не то что тренироваться, ходить трудно. В моей практике это впервые. К сожалению, в нашем регионе нет полей с подогревом, как во всех окружных областях и республиках. Но будем надеяться, когда-нибудь и мы получим такое счастье, как поле, которое подогревается снизу. 6800 квадратных метров и 20 добровольцев, вооруженных лопатами для уборки снега. Кажется, что энтузиазма надолго не хватит. Но работники уфимского клуба оказались выносливее, чем мы думали. Отдыхать не хотели вовсе и даже отказывались от перерыва. А можно без перерыва, пока силы есть? Организм должен отдыхать, чтобы потом с удвоенной минут 10 еще. Первые полчаса все выкладываются. Вот, так что, за другим не смотришь же, за собой смотришь. Охота просто поработать. Редко же оказываешься в таких условиях с лопатой. Вот. А гиподинамия нам всем грозит, так что лучше поработать лишнего. Наша редакция тоже решила внести свою лепту в сегодняшний рабочий процесс. Не жалко ни сил, ни времени. Ничего не сделаешь ради того, чтобы тренировался футбольный клуб. Потренироваться на поле, очищенном работниками клуба, пожелали футболисты «Ротор», оставшиеся в Уфе на несколько дней после матча. Да, они здесь, по-моему, 2-3 дня пожили, даже хотели тренироваться на нашем поле. Потом у них следующий матч в Химках. Там в Москве проживание гораздо дороже, там в 2-2,5 раза, чем в Уфе. Все здесь их устраивало, но, к сожалению, тренироваться было негде. Они сходили в сауну, побегали кроссики и улетели все-таки в Москву. Жизнедеятельность футбольного клуба Уфа интересна многим в нашей республике, в том числе и президенту Башкортостана. На одной из последних тренировок Уфы побывал Рустем Закиевич Хамитов. Капитан команды, хотел поблагодарить вас за то, что вы обращаете внимание. Только не узнать в шапочке-то. Без шапочки сразу. Хотел поблагодарить от лица команд за то внимание, которое вы обращаете на футбол. Мы, в свою очередь, будем, как и выходили эти 20 туров, так и будем дальше выходить с полной самоотдачей на все игры. Я абсолютно верю в это. Мы надеемся, что и вы будете посещать наши игры. Я смотрю, я каждую игру смотрю. Каждую игру смотрю, знаете, что я сижу. В свою очередь, мы хотим вам подарить вот такие вот сувенирчики небольшие. Надеюсь, будете носить. Так вот, да? Да. Носите чаще теплые шапочки. Может быть, квадратик ставим? Нейтрального. Ну что, вы тогда... Да, вы работаете, да. С позволения, да, начнем тренировку. Еще раз огромное спасибо, что В общем, ребят, болейте за... работаем, результат будет, все будет нормально. Только трудитесь, только работайте. За нами не заржавеет. Все у нас по плану, все распланировано. И в плане финансирования, вот стадионов, ремонтов, базы. Так что будем трудиться. Даешь премьер-лигу. Девиз нашей программы «Приятен на слух». Тем не менее, для его обеспечения необходим не только турнирный успех, но и наличие соответствующей премьер-лиги инфраструктуры. Пока у нас нет достойной футбольной арены. О проблеме наличия стадиона в столице Башкортостана рассуждал Артем Кочешев. Матушка природа благосклонно отнеслась к игрокам Уфы и Ротора, дав провести матч в понедельник на довольно приемлемом уровне. Ведь уже день спустя на Уфу обрушилась настоящая метель, которая покрыла поле стадиона «Динамо» толстым слоем снега. На данный момент стадион «Динамо» не только домашняя арена для футбольного клуба Уфа, но и вообще единственный стадион в столице республики, пригодный для проведения серьезных футбольных соревнований. Но и здесь нет подогрева, поэтому сильный снегопад застал всех врасплох. Решение проблем – реконструкция стадиона «Нефтяник». На этой неделе стало известно, что обновленная арена передана во владение футбольному клубу Уфа. Здесь будет уложен искусственный газон последнего поколения с подогревом, а также появится еще одно резервное поле. Трибуны смогут вместить 16 тысяч болельщиков. На данный момент строители ведут работы над административным зданием стадиона. Уже полностью готовы цокольный и первые этажи. Полностью завершить работы на «Нефтянике» планируется в 2014 году. В проекте предусмотрено административного здания для футболистов с учетом
уже требования РФС, значит, раздевалки, душевые, пресс-центр, буфет, медкабинет, массажные. Вот с учетом этого был выполнен проект, и в этом году было снесено старое здание, так как оно уже не соответствовало требованиям РФС. И начато строительство нового здания для футбольной команды. Другой уфимский стадион «Строитель» в перспективе и вовсе может лишиться футбольного поля как такового. Планируется, что он будет реконструирован как база для соревнований различного уровня по мотогонкам на льду. По проекту реконструкции поле на стадионе «Строитель» будет, но не стандартных размеров. На данный момент проект не утвержден, и его финансирование не осуществляется. По слухам, на сегодняшний день ставится вопрос, чтобы весь стадион был отдан спидвею. И футбольное поле, если оно и будет, то будет нестандартных размеров. На протяжении всех лет, сколько я на этот стадион «Строитель» вырос и играл, всегда мы вместе с спидвеем занимали свою нишу. Летом мы играли в футбол, народу ходило очень много, а зимой отдавали все мотоспорту. И народ также приходил на этот матч. То есть вы считаете, что в принципе нормальных размеров футбольное поле может прекрасно существовать с спидвеем? Нормальных, конечно, может. И народ будет ходить. Еще одна хорошая новость. У футбольного клуба Уфа в скором времени должна появиться собственная загородная база. Если все сложится удачно, то уже в ближайшее время у футбольного клуба появится вся необходимая инфраструктура для игры в премьер-лиге. Завершать календарный год Уфа будет в Томске. Мало того, что местная команда ТОМ является одним из неоспоримых лидеров ФНЛ, играть придется при сверхморозных условиях. На термометре обещают минус 20. Мы не метеорологи, чтобы рассуждать о погоде, но о ближайшем сопернике Уфы поговорим здесь и сейчас. ТОМ – российский футбольный клуб из Томска. Свою историю ведет с 1957 года. Наивысшие достижения очередного соперника Уфы – 8-е место в премьер-лиге в 2006 и в 2010 годах, а также выход в полуфинал Кубка России 2007-2008. Главный тренер команды – молодой специалист Сергей Передня, в свое время игравший и забивавший за Садовик. Лучший бомбардир клуба всех времен – еще один экс-телетамаковец Виктор Себелев, также входящий в тренерский штаб ТОМИ. Лидерами атак-то мячей с 8 забитыми голами каждый являются Александр Демитко и Валерий Сорокин, обладающие даром красноречия. Это первая лига, здесь любой может хорошо. Главное не резко начать и одно место стереть. Главное, чтобы, конечно, живая удача. Во вратарской линии основную позицию занимает Петр Вашек. Среди защитников выделим капитана команды Сергея Меленчука и болгарского легионера Пламена Николова, забившего один из двух безответных голов Уфе в матче первого круга. В полузащите помимо Демитко и Сорокина отметим Рената Сабитова и Ивана Нагибина. Игроки линии атаки забивают довольно равномерно. При этом многим болельщикам известны нападающие Никита Баженов, Антон Хазов, шотландец Гарри О'Коннор, а также футболист по фамилии Погребняк, младший брат игрока сборной России Кирилл. Добавлю, что матч ТОМ Уфа состоится 20 ноября, а это значит, что уже в следующей программе мы сможем подвести определенные итоги календарного 2012 года. Монолог Игоря Колыванова. Именно так мы решили назвать наш следующий материал, рассказывающий о первых впечатлениях главного тренера футбольного клуба Уфа о столице Башкортостана. Съемки проходили 1,5 месяца назад, и мы хотим сказать большое спасибо в создании этого сюжета наших коллег с телеканала «Россия». Итак, слово Игорю Владимировичу Колыванову. Ну что, поедем потихонечку? Подожди, а ключи-то я здесь. Симпатичный город, очень зеленый. Нет, почему? Я первый раз здесь 3 года назад был. Мы приезжали в футбол играть. Здесь Кубок Президента проходил. Тогда уже мне понравился. Компактный такой, по сравнению с нашими московскими пробками. Здесь за 2 минуты добираешься. Я всю жизнь как бы сам вожу машину. Мне нравится водить машину. С 20 лет, как себя. Помню, когда первые права получил. 7-ерочка была. Здесь пробок нет или есть уже какие-то признаки? Нет, ну небольшие пробочки есть, но я бы не сказал, что это выдающиеся пробки, как у нас. Я хоть и в центре в Москве живу, но
практически стараюсь ездить в большей степени на метро, потому что передвигаться невозможно. Если хочешь кого-то встретить, с кем-то переговорить о чем-то, нужно за 2,5 часа выезжать. В 91 году уехал в Италию, там еще меньше город был, там 300 тысяч населения было в Фоджи. Поэтому спокойно адаптировался, когда есть работа, которая тебе нравится, которую ты любишь. Ты не замечаешь, что ты живешь не в 12-миллионнике, как в Москве, а в городе, который... Вы уверенно едете по улице? А знаете, где что, пойти в магазин? Да уже, ну как... Кинотеатр, не знаю, там театр тот же самый, да? Нет, ну как бы улицы все знакомы, но... Все-таки я живу здесь в центре, стараюсь гулять больше пешком. По необходимости выезжаю куда-то. Ну, я не считаю себя здесь первым парнем в деревне. Здесь, во-первых, пока на данный момент хоккей занимает первое место, наверное, в республике, правильно? Потому что все-таки футбол последние 2-3 года начал как бы активно развиваться. Поэтому мы стараемся все сделать, чтобы поднять уровень футбола в Башкортостане. Здесь город больше миллиона жителей, и, конечно, многие люди любят футбол. Когда вы посмотрите сейчас, сколько на стадион «Динамо», где положили новое поле искусственное, приходит детишек в возрасте от 8 лет и выше, которые стараются подражать нам, которые приходят, даже смотрят тренировки, которые в будущем хотят попасть в главную команду Уфы и не только играть за юношеские сборные, за молодежные и так далее. Вообще, когда я уехал в Италию в 91 году, конечно, я на тот момент не предполагал, что я задержусь там на 10 лет. Все-таки это был самый сильный, наверное, чемпионат в то время, где играли выдающиеся футболисты, где очень сложно было закрепиться, но те ребята, с кем я оказался, как Дан Петреску, Фоджи, Игорь Шалимов, очень здорово помогали мне, потому что я приехал чуть попозже и постепенно влился в коллектив, начал играть в основном составе и своей игрой, наверное, доказал, что я могу покорять как бы Апеннины. Ну, итальянский не забыл, потому что постоянно общаюсь и с друзьями, и с коллегами, и журналисты часто звонят. Многие знают, что я сейчас работаю в Уфе, в Италии. Пожелали удачи, пожелали, чтобы наша команда как можно успешнее выступила в чемпионате. Поэтому мы все сделаем, чтобы не огорчить ни наших болельщиков, ни моих друзей. Ну, я недавно стал дедушкой, поэтому как бы моя супруга сейчас помогает дочери. Она уже приезжала сюда, вот через неделю, наверное, приедет, потому что все-таки им сейчас сложнее, чем мне. Но однозначно, что без своей семьи я бы таких результатов не добился. Они со мной были все время в Италии на протяжении 10 лет. И я счастлив, что у меня есть такая большая семья. Сложнее всего, наверное, это создать коллектив, потому что если есть у тебя коллектив единомышленников, которые реально хотят добиться чего-то, которые хотят доказать, что они дееспособны, они могут большие задачи решать, то это очень интересно. Я думаю, что здесь собрался прежде всего коллектив. Многие ребята еще и не играли в первом дивизионе, они пришли из второй лиги. Им, конечно, хочется доказать, что они футболисты хорошего уровня, которые имеют перспективу в будущем и реально могут завоевать высокие места в первом дивизионе. Мне стыдно, ребят, честно говоря. Вы играете, меня снимают. Привет. Хорошо, да? Привет. Привет, ребят. Дух, что с тобой? А? Тоже были? С температурой? Не, колено чуть. Колено? Ну, отдыхай, ладно. Рубеныч, ну что, сможешь в воскресенье? Если вы его уговорите, он сможет. Ладно. Если что-то не получается, если что-то ребята недопонимают, всегда приятно сесть за один стол и переговорить с ними, узнать о их проблемах, о том, что их мучает. Все-таки нас
Сейчас 22 человека на футбольное поле, 11 человек выходит, 11 футболистов, поэтому каждый из них хочет закрепиться в основном составе, каждый хочет играть с первых минут, но реально все понимают, что это не может быть, что на поле выходит кто на данный момент сильнее, кто на данный момент более физически готов. По работе, ребят, сейчас пробежимся 2 кружочка, разомнемся, стретчинг сделаем, легкоатлетический, поставим воротики, поиграем в ручной мяч, 2 тайминга по 5 минут, потом побьем по воротам, в заключение подаем стандартные штрафные угловые, и в концовочке поиграем 2 тайминга по 7 минут. Вопросы есть? Из-под палки никого сейчас в футбол не заставишь играть. Они должны прекрасно понимать, что футбол – это 10-15 лет карьеры, где за это время можно достичь как и финансовых вопросах много положительного, так и эмоциональную какую-то радость и громких побед. Поэтому, если футболисты что-то не устраивает, я всегда говорю, если что-то не нравится, вот, свободен в своем выборе, если хочешь играть в другой команде, если хочешь тренироваться с другими людьми, то вопросов нет. Но я думаю, что в нашей команде таких нет людей, все хотят остаться, и даже многие извне просятся, чтобы мы взяли в свою команду. Для меня это главное, что футболисты верят, прежде всего, в тренера, в тренерский штаб и самих себя. Теперь о женском футболе. Уфимская «Агидель» ударно провела турнир в первой лиге и вышла в переходной турнир. Теперь наши девушки отправляются в Сочи, где поборются за путевку в высшую лигу. На одной из последних тренировок перед отлетом «Агидели» в Краснодарский край побывала и наша съемочная группа. Где-то там, под толщей снега, зеленый газон. Условия у футболисток «Агидели» для подготовки к финалу не самые лучшие, но это их не останавливает. На Уфу обрушилась метель, и для того, чтобы начать тренировку, футболисткам сперва пришлось утрамбовывать снег бутсами. От холода кудесницы мяча защищали всеми возможными способами. Кто-то даже утеплился атрибутикой Санкт-Петербургского «Зенита». Для нас это не преграда, так как мы полностью готовы и будем работать, какие условия есть. Хотелось бы лучшего, конечно. Совсем недавно девушки вернулись со сборов из города Аша. Тяжелые физические нагрузки позади. Пришло время поработать над техникой. Ведь соперничать за выход в высшую лигу предстоит с лучшими коллективами со всей России. В Аше уфимки решили проверить свои возможности на сильной половине человечества. Сыграли мы одну товарищескую игру с мальчиками там 96-го года. Ну, естественно, мальчишки рослые, большие. Мы проиграли 0-4. Ну, игра была очень красивая. Даже сами мальчики нас похвалили, сказали: ничего себе, как девки умеют. Всего во всероссийском финале схлестнутся 12 команд, разбитые на 2 группы. Чтобы попасть в полуфинал, на первом этапе нужно занять как минимум 2-е место. Уфимским девушкам на групповой стадии предстоит сыграть с командами из Москвы, Казани, Смоленска, Кемерово и Иркутска. Мы настроены только на победу. Нам нужно попасть обязательно в 3 и выйти в высшую лигу. Напоследок немного красоты и футбольного изящества. Для некоторых жителей нашей республики его фамилия воспринимается как отчество. Швед Златан Ибрагимович, а речь идет именно о нем, наверное, об этом не имеет никакого представления. Зато форвард-гигант прекрасно координирован и умеет забивать. Забивать много и красиво. В товарищеском матче против англичан Ибрагимович сделал покер, поразил ворота 4-жды. Последний гол оказался наиболее эффектным. Им можно наслаждаться еще и еще. На этом все. Вы смотрели очередной тележурнал о футболе на БСТ. Очень надеемся, что Сергеевич, и в данном случае это не зарубежная фамилия, а отчество нашего нападающего Михаила Маркосова, вновь скажет свое голевое слово, теперь уже в холодном Томске. И для этого у него есть дополнительный стимул. Тренеры национальной сборной Армении всерьез заинтересовались уфимским нападающим. И вам всевозможных стимулов. Увидимся. Уже можно, что ли? А что снега же нет? Мы просто потом клип делаем. Настоящая футболистка, да. И, может быть, вдруг я сама тебе в глаза взгляну иначе,
что ничего сейчас не значат. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще